Человек сомневается, потому что так уж устроен разум. Он видит сразу все возможности, и человеческому существу кажется, будто у него есть свобода выбора. Разумеется, тут же появляется понятие добра и зла, правильного и неправильного, а за ними всегда приходит и несчастье. Нельзя говорить, что это дурно. Это переходный этап. Неприятный, но необходимый для полного развития. Разуму-то нашему изначально свойственна двойственность, тройственность, а точнее многовариантность видения окружающего мира и оценки своего внутреннего состояния. Потому в процессе действия у человека создается иллюзия, что он свободен в выборе. Если есть много вариантов. И у вас иллюзия, что вы в выборе свободны. И вы выбираете, как правило, плохое или самое плохое. Более-менее можно выбрать случайно. Но, как правило, плохое или очень плохое. Как повезет. Вот так мы выбираем. То есть нет правильного, точного, осознанного выбора. Что надо выбрать? Выбор без выбора должен быть. Это и все, без объяснений. Так работает новое сознание. Просто выбирает то, что необходимо в данный момент, в данной ситуации, в данном случае. Понятно? Ведь это же хорошо, наверное. Вы мечтаете, что так, безошибочно, в любой момент это, и все правильно. Жизнь становится легкой, воздушной. То есть не должно быть выбора. Альтернатив не должно быть. Новое сознание их не имеет. Оно все точно выбирает. А у нас остается иллюзия это, может быть так лучше, и пошло-поехало. Особенно в выборе по расчету супругов. По расчету, не по любви. Любовь, она безумная, там все равно кто. А по расчету там это, вот так вот. Понимаете, да? Тут там свои варианты. Плюсы, минусы. Интеграл какой-то там. Кто математик, он там все это заделает. Так что разум никогда правильно выбрать ничего не может. Никогда правильно выбрать не может. А при выборе у вас неизбежно чему-то возникают симпатии, к чему-то антипатии. И вообще по жизни появляются понятия «это хорошо, это плохо», «это добро, это зло», «это правильно, это неправильно». И пошло-поехало. Таким образом нарабатывается структура эго. И люди начинают говорить между собой на разных языках. Каждый говорит на языке собственного эго. Говорить друг с другом, совершенно не понимая друг друга. Вот одни и те же слова зачастую, но они для одного человека имеют то значение, которое он в них вкладывает, а для другого может совсем противоположное значение иметь то же самое слово. Знаете, так бывает? Они вас недоуменно слушают, кивают, но понимают, что это глупость какая-то. Я понимаю по-другому, не так, как он мне это говорит. Вот так мы и разговариваем. Непонятно на каком языке. А на языке души можно и молчать, просто понимать и без слов. Правильно? Молчание можно понимать замечательно совершенно, не произнося ни одного слова. А посему, когда каждый говорит на языке собственного эго, закономерно возникает путаница на всех уровнях человеческого общежития. Отсюда проистекают многие беды. Словом, образуется некий порочный круг. Однако это неплохо и нехорошо. Просто мы сейчас находимся в переходном периоде. Находимся в состоянии эволюционного кризиса, который надо преодолеть. Преодолеть мы знаем как. Преодолеть индивидуально, творчески реализуя путь сознательной духовной эволюции. Другого варианта преодоления этого кризиса, внутреннего кризиса, нет. Так что с внутренним кризисом надо разобраться, а потом все остальное приложится в вашей жизни, непременно. Так что надо остановить беспокойный, путанный ум и дать возможность новому видению мира, именно с этого и надо дать возможность проявиться новому видению окружающего мира. Именно с этого и надо начинать сознательную духовную работу. Останавливайте ум. Любое свободное мгновение, если вы еще не начинали это делать. Все.